Доброе утро, дорогие наши подписчики! Мы очень рады видеть вас. Спасибо, что вы сегодня с нами. Это Формула 55 Journal. Меня зовут Мавзуна Рамазанова, и я сегодня хотела бы вам рассказать о нашей церемонии. Мы все сейчас находимся в Кохи Суруш. Вы видите, он за мной. Сегодня, как вы знаете, первая национальная букмекерская компания проведет церемонию лучшего спортсмена года. Всем вам известно, что это ежегодная традиция, которую проводит первая национальная букмекерская компания Формула 55. Кто же в этом году станет лучшим спортсменом года, мы узнаем уже совсем скоро. А сейчас давайте пройдем и посмотрим, кто же сегодня пришел на нашу церемонию. Пойдемте. Всем добрый день. Как вы знаете, у нас совсем скоро начнется ежегодная церемония «Лучший спортсмен года» по версии компании «Формула 55». Как вы видите, все гости потихонечку собираются. И есть один из наших спортсменов, один из наших номинантов – это Тимур Рахимов. Пойдемте немножко с ним пообщаемся. Тимур, здравствуйте. Как вы? Все хорошо у вас? Все в порядке? Да. Мы хотели буквально пару слов вам задать. Вот, скажите, пожалуйста, как вы себя чувствуете? حاضر ما اومدیم برای مراسم جایزه سپاری بهترین ورزشکار سال. احساسات Волнуетесь? Нет. Как вы думаете, кто станет лучшим спортсменом года? فکر میکنم که سال 2022 از همه نتیجه خوب را من به دست آوردم. فکر میکنم من میشوم. Может быть, вы. А вы не думали, что, может быть, будет какая-нибудь девушка? У нас же много спортсменок. بله فکر میکنم از زنان نیز میتونه سمد و یک مسابقه بین نفتچی رو برید، یک کوبک جهان رو و دیگر قهرمانی جهان شد از بادی بیلدر. فکر میکنم از رشته نمودی المپی باشد. نمیدونم، یک ساعت پس معلوم میشود. Хорошо, спасибо большое. Мы рады вас видеть здесь, на нашей церемонии. И такой вопрос, наверное, последний. Это, наверное, вообще никак не будет относиться к церемонии, но ваше любимое блюдо, потому что у нас многие спрашивают, что кушает Тимур Рахимов, что он такой большой и сильный. Спасибо большое, мы вас рады видеть и надеемся, что мы скоро узнаем, кто станет лучшим спортсменом года. Спасибо большое. Дорогие наши друзья, у нас также здесь сегодня присутствует Мичгона. Это наш боксер, одна из самых сильнейших девушек нашей страны. Мичгона, здравствуйте. Мы рады видеть вас на нашей церемонии. Скажите, пожалуйста, что вы ожидаете от нашей церемонии? И первый раз ли вы у нас здесь или вы уже ранее были? سلام علیکم، تشکر زیاد. من دویم بار است که در این سریمونی که هر سالانه برگزار می‌گردد جنبه 30 سالانه و خیلی می‌ندار هستم از شرکت فرمولا 55 که ما ورزشکاران رو قدردانی میکنند و ما امروز یکی از بهترین ورزشکار سال رو امروز شما می‌بینیم که کی است. Как вы думаете, может быть, вы лучший спортсмен года сегодня в этом году? خدا میدوند، رحمتی کلان.
имсола яке аз беҳтарин варзишгари сол ин аз байни писарон ин Тимур Раимов аст ки мо шумо шоҳид ҳастем ки дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ хеле гӯем ки муҳорибаи хуб нишон додааст ва мо аз ҳамаи варзишгаро умед дорем ки дар ин соли 2023 ҳамин натиҷаҳоро боз бисёртар зиёдтар идома метиҳанд. Мижгуна, у меня такой вопрос. Многие наши девочки спрашивают, как быть сильными. То есть вот вы занимаетесь боксом. Как еще быть такой вот сильной девушкой, чтобы мальчики не обижали? бисёртар духтарон писарон тавсия метиҳам ки дар ҳамин аз вақтҳои холигишонро дар ягон корҳои беҳуда нагзаронда ва ба варзиш машғул шаванд, зеро аввалин дараҷа варзишгарави саломатии ҳар як инсон аст. баъдан гуфтанӣ ҳастам ки духтаро барои гӯем ки ҳифзи худашон ба варзиш машғул шаванд, зеро дар берунҳо бисёр ҳастанд писароне ки ба духтарон камакаке ҳам бошад гапҳои қабеҳ мезананд, ягон нофаҳмиҳо мекунанд, худашонро метавонанд Девочки, у нас есть Мижгуна Асамадова. Если что, она нас спасет и нам поможет, потому что она самый сильный боксер. Мижгуна, спасибо вам большое. Добро пожаловать. Надеемся, что вам все очень понравится. Мы рады вас видеть. Здравствуйте. Добро пожаловать на нашу церемонию. Мы очень рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, вы у нас впервые на церемонии или вы уже ранее были? Здравствуйте. Я впервые на вашей церемонии. Вообще, футболисты первый раз было в прошлом году. Позвали нашего лучшего футболиста, был номинантом Файзали Сардуров. Ну да, Файзали был, кстати, в прошлом году у нас, да. А вы пришли сегодня один или ребята тоже сегодня с вами? Пока я один. Ребята все разъехались. А нельзя было их собрать, как-то сказать, ребят, пойдемте все вместе, поддержите меня. Ребята доверили мне, чтобы я их представлял. Здорово. Такой вопрос, скажите, пожалуйста, как вы думаете, если вот ваши ребята все в разъездах, вы сегодня у нас здесь, на нашей церемонии, может быть, у вас есть какие-то мысли того, что кто из ваших футболистов может стать лучшим спортсменом года в 2024-2025 году? Ну, футбол такой сложный вид спорта, чтобы стать лучшим спортсменом в 2024 году, это нам нужно будет становиться чемпионами Азии или выходить на чемпионат мира. А нам что-то мешает? Вы же можете, вы же сильный. Да, мы сильные, но сейчас пока мы пятый, есть куда стремиться, есть куда работать. Время покажет. Ну, самое главное. Вы знаете, очень многие у нас, кто нас смотрят, наши подписчики, пользователи, они многие спрашивают, что едят наши футболисты, что они такие сильные. Обычно все, что есть, то едят. То есть, получается, если, например, сказать... Нет, такого отдельного рациона нет. То есть, например, если спросить манту или ош, что вы выберете? Ну, я бы ош выбрал, думаю, футболисты тоже самое выбрали. Все, ну вот, ребята, мы теперь знаем, что многие у нас любят ош, это очень здорово, как и главный тренер нашей сборной футзала по Таджикистану. Спасибо вам большое, добро пожаловать, надеемся, что вам все очень понравится. Подписчики, у нас самый классный, самый лучший ведущий, это Акай Урзу, который всегда выручает нас и проводит наши номинации, наши церемонии. И сегодня Акай Урзу в очередной раз наш ведущий церемонии «Лучший спортсмен года». Акай Урзу, вам нравится? Очень, очень. Иногда мои знакомые спрашивают, ты устроился на работу Формула-55? Я говорю, да. Это вот замечательно. Так. Это замечательно, это прекрасно. Все мероприятия, они один лучше другого. И каждый год с какими-то хорошими изменениями. Спасибо большое. Акай Урзу, вот у нас такой вопрос. Многие наши подписчики спрашивают, вот что надо читать или слушать, чтобы говорить, как вы, особенно все очень хвалят ваш красивый таджикский язык. Надо записаться на курсы по постановке речи. Я преподаю. Небольшая реклама. Вот. А где вы преподаете? Ну, можно организовать какие-то мастер-классы, и я могу прийти. То есть, если это какая-то определенная группа, мы определимся, сделаем выводы и проводим эти мастер-классы. Дорогие друзья, еще и помимо того, что ведущий, еще и мастер-классы, преподаватель по изучению ораторского искусства, чтобы красиво говорить. Ораторское искусство. Да. Это очень важно для сотрудников Формулы 55, я думаю. Не только для них, для всех это нужно. Ораторское искусство для покупки каких-то вещей. В жизни всем пригодится.
Да, точно. Еще такой вопрос, Акиурзу. Многие говорят, вот вы такой живой, энергичный. Что вы кушаете? Я от любви, от огромной любви замечательной публики беру энергию. И самое главное, это любовь. Почему я говорю от любви? Это любовь к профессии. Любовь к профессии, потому что каждый мой рабочий день – это особый праздник, когда любишь свою профессию. И мне кажется, что надо любить свою профессию, надо выбрать свою профессию сердцем, а не советами какими-то. Вот так, друзья. И такой заключительный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я его всем задаю. У вас есть любимая книга? Да. То есть такого понятия нет, любимая книга, но я периодически читаю что-то новое. Например, художественное. Ну вот в последнее время вот я начал чтение книги «Атлант расправил плечи» в 2 томах. Сейчас я вот буквально начал читать эту книгу. Очень интересная книга. Тоже там немножко такой вот с неким уклоном детектива. Очень интересная книга. Я еще не дочитал до конца. Будем ждать. А так классику люблю. Раньше читал классику, европейскую классику. Жорж Санд, Александр Дюма, Жен Сю, Андре Моруа и так далее. Боже мой, вот так что, друзья, и вот раз уж, как Акаурзу сказал, Атлант расправил плечи, будет потом, когда Акаурзу дочитает, Акаурзу расправил плечи. Так что вот так. Спасибо большое, Акаурзу. Надеемся, что наша церемония пройдет очень круто, потому что вы у нас тут. Ну и ваши пожелания всем нашим подписчикам. Я желаю всем удачи, всем добра, всем любви. Хочу мира во всем мире и много улыбок, много любви всем, много тепла. Спасибо большое. В очередной раз наши спортсмены доказали, что они у нас самые лучшие, не только в нашем Таджикистане, но и во всем мире, и это круто. Здравствуйте, Акиуловидин, большое вам спасибо, что вы пришли на нашу церемонию. Скажите, пожалуйста, буквально пару слов, как вам церемония? Насколько я знаю, вы у нас уже не первый год участвуете. Да, конечно, باید به زبان تاجیکی حرف زدم چون که استاندار هم هست و مخلصای من به صورت تاجیکستان هستن. این یک توجه به ورزش است، توجهی که بسیار ارزنده هست. مثلا هر یک کاری که مثلا ببینید میکنیم اون پاداش دارد. پاداش این همون توفه و همون مبلغ و همون جایزه و همین ها هست. این اصلا که چون برای ورزشگران گذرانیده می شود یک چیزی هدایت کننده برای ترقی کردن ورزش است. یعنی هر یک ورزشگر میخواهد که از شما جایزه گیرد. فرمول 55 هست، مثلا پولی بسیار میدهد، بیاید جای اول رو میگیره میبینید و میبینید که در مسابقه بین الخلقی صاحب جای اول شده است و اومده است و صاحب جایزه شما شده است. در حقیقت به درجه عالی میگذرد. من مینادور هستم که همین یک نو مثلا دستگیری ورزشگران می شود، همین رو شما تشکیل کردید و آینده باز هم بیشتر می شود. نه تنها فرمول 55 مثلا ورزشگران رو این چون رسانه‌های خبری مثلا از جمله با ما همکاری داریم، ما هم آماده هستیم که با اینا شریک دومی باشیم. یعنی برای بهبودی ورزش کار میکنیم و فعالیتمون هم همین است. Спасибо большое. И вот смотрите, у меня такой вопрос. Вот вы, как вы сказали, вы у нас не первый год, вы всегда бываете у нас. А вы не думали, может быть, вы тоже станете спортсменом и тоже получите премию «Лучший спортсмен года»? راستی اکنون سالی ما از اون ورزشگرایی که جایزه میگیرن خیلی رفته است، ولی ما در ساحه خودمون روزنامه‌نگار که هستیم در اینجا هم بسیار توفه‌هایی هستن که به ما هم داده میشد و ما سرفراز میگردیم. با همینش هم خوب تشکر که همکار هستی. Спасибо. И такой последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто сегодня станет лучшим спортсменом года? Вот по вашей версии, как вы думаете? خوب از بین این ورزشگرانی که من نمیدونم شما کیو رو اینجا جمع آوردید، وقتی که در جهان تیمور رحیموف در رده‌بندی جهان در وزن خودش در جای یکم ایستاد، از او دیده بهتر کیست؟ این فکری من است. اما دیگر ورزشگران هم اینجا کارنامه کردن، ولی کارنامه بزرگتر است همه این کارنامه تیمور رحیموف است که من میخوام که او اینجا جایزه اول رو بگیره. Спасибо большое, добро пожаловать. Надеемся, что вам все очень понравится. Здравствуйте, добро пожаловать на нашу церемонию. Спасибо большое, что вы пришли. Скажите, пожалуйста, вы у нас первый раз участвуете или уже были на нашей церемонии? سلام علیکم، تشکر زیاد برای دعوتتون به این چوربینی و نه بار اول نیست. ما با فرمول 55 همکاری داریم فدراسیون والبول تاجیکستان و همکاری هم خواهیم داشت.
Такой вопрос, скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, кто у нас сегодня станет лучшим спортсменом года? Вот вы, наверное, может быть, следите, смотрите за нашими страничками, вот как вы думаете, может быть, у вас какая-то есть мысль, версия? برای فکر میکنم که تیمور رحیمov ورزشکار سال میشود. برای که در مسابقه اشتراک کردگی تیمور رحیمov هم سطح مسابقه بلند بود و هم جای نمونه شغل کرده بود. Вот уже у кого не спросишь, все почему-то называют мальчиков. У нас же девочки тоже есть. Почему вот девочки не могут стать лучшей спортсменкой года? نه دخترها میتوانند ورزشکار سال شوند البته، لیکن اون نشون دادهایی که از تیمور رحیمov هستند فکر میکنم بلندتر هستند. Спасибо большое, добро пожаловать, мы очень рады вас видеть, надеемся, что вам все понравится. И, наверное, и последний вопрос, вот ваши пожелания. تشکر زیاد. ما با ورزشکاران جمهوری تاجیکستان با تمام نمودهای ورزش خواهان اون هستم که هر سال همه بهترین باشند، همه ورزشکار سال شوند و اون پرچم رنگارنگی که امروز ما تاجیکستان داریم در عرصه بین‌المللی بلند بردارند. تشکر زیاد. Спасибо вам большое, добро пожаловать на нашу церемонию. Спасибо. Дорогие наши подписчики, у нас сегодня в гостях наша чемпионка, многократная чемпионка Азии по бодибилдеру, правильно? Да, по бодибилдеру, дорогая, уважаемая, красивая Жасмин. Жасмин, добро пожаловать на нашу церемонию «Лучший спортсмен года». Я так понимаю, вы у нас впервые или вы у нас уже были? Я у вас впервые, спасибо за приглашение. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, кто у нас станет лучшим спортсменом года? Я даже не предполагаю, но думаю, сильнейший. Сильнейший должен победить. А представляете, вот вы сидите и вдруг называют ваше имя. Я не представляю. Вот что вы в этот момент бы почувствовали? Ну, наверное, гордость, удивление. Жасмин, скажите, пожалуйста, вот мы видели, что вы пришли с группой поддержки. Можете сказать, кто с вами пришел? Со мной пришел абсолютный чемпион по бодибилдингу Равшан, абсолютный чемпион в категории Men's Physique Фаридун, мой тренер Олим Парпиев, его супруга пришла, она, кстати, тренером работает в Ladies 55. Вот, и Бахтиер еще с нами пришел. Очень здорово, это вообще круто. Мы очень рады приветствовать вас. Добро пожаловать еще раз. И надеемся, что мы сегодня услышим ваше имя, когда начнется наша церемония. И такой вопрос, Жасмин. Можно немножко узнать, что вы у нас кушаете? Я в межсезонье ем все абсолютно. Ну, на подготовке, понятное дело, там специальная диета. Здорово, здорово, надеемся. Поэтому, девочки, вот Жасмин такая красивая, миниатюрная девушка и чемпионка. Жасмин, добро пожаловать, мы рады вас видеть. Увидимся с вами на церемонии. Благодарю, всего доброго. Дорогие друзья, вы сейчас видите, что у нас сегодня здесь тренер сборной Таджикистана Петр Серб с нашим генеральным директором Почаевым Баром Рустамовичем. Это просто невероятно. Посмотрите, сколько у нас здесь красивых гостей. Вот также у нас здесь Занджабиль Бро, Матеуш, которых все знают, известные мастера спорта разных. Здравствуйте, разных видов спорта. Мы очень рады видеть, что очень много гостей сегодня у нас здесь. Давайте-ка мы сейчас подойдем к тренеру сборной Таджикистана и пообщаемся с ним. Hello. So, how are you? I'm fine, thank you. You're welcome to our ceremony for Formula 55. Can you tell what do you think about this ceremony hour? I think it is very important because this is in Tajikistan, one of the main points of the year. The best players must be here, and this is a very, very good ceremony today. I am very happy to be here. It's an honor to be back in Tajikistan. Tajikistan? Tajikistan, Bape! Yes. Now you must say that. Yes. So, how do you think, who say today in here best of sportsmen in here? I think it's not my choice. I have my choice in my head for the national team because I have national players and I know that all these national players deserve this year to be here. Doesn't matter the name of the Tajikistan national players from this year. Everybody can be the best player of the year. But I also see in the league very good players. So maybe also some foreign players. I don't know what will be. But for me, the best player of this year is Tajikistan. Tajikistan national team. Tajikistan. Pape. Okay, so football or tennis? I think football. So box or judo? Box.
Osh, Mantu. Mantu. So, Tajikistan or Czechia? No, Tajikistan, sure. Only one Tajikistan. Thank you so much, you're welcome. Добрый день, дорогие наши подписчики. У нас здесь сегодня наш главный гость, генеральный директор компании «Формула-55». Бахрум Сам, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Неплохо. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня ожидаете от церемонии? Ну, как вы знаете, по традиции мы уже более 12 лет его проводим. Ожидаю только улыбки и радость. И, конечно же, хотелось бы пожать руку нашему именитому спортсмену, который достиг немалых результатов в этом году. Он проявил мужество, характер, чтобы добиться этого. Я считаю, что 22 год для него является историческим годом, исходя из его показателей, конечно же. Бахрум Сам сейчас рассказывал про себя. Это он лучший спортсмен года, мы знаем. Бахрум Сам просто скрывает. Бахрум Сам, как вы думаете, если, например, у нас будет в дальнейшем девушка лучший спортсмен года, как вы думаете об этом? Да, я, конечно, не исключаю, потому что, значит, так как независимость наша идет своими большими шагами, и как мы видим, что в сегодняшнем нашем мероприятии уже есть, значит, спортсмены женского пола, я думаю, что в ближайшие 2-3 года какая-нибудь из наших спортсменок покажет хороший результат. Я больше всего думаю, что это будет в легкой атлетике. Такой вопрос. Футбол или дзюдо? Конечно, футбол. Бокс или теннис? Настольный теннис. Ош или Манту? Круто. Спасибо большое, Бахрум Самович. Добро пожаловать. Мы радуемся, что все вам понравится. Спасибо. Ну что же, дорогие наши подписчики, вот мы и узнали вместе с вами, кто стал лучшим спортсменом 2022 года по версии компании «Формула-55». Им стал дзюдоист номер 1 в мире Тимур Рахимов. Еще раз поздравляем нашего спортсмена с заслуженной наградой. Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и узнали нашего лучшего спортсмена года 2022 года по версии компании «Формула-55». Это стал вот этот прекрасный молодой человек Тимур Рахимов. Тимур, мы вас поздравляем еще раз. Скажите, пожалуйста, вы ожидали вот такого? Вот что вы почувствовали, когда вам вручили эту номинацию, эту премию? Ростигаб, соли 2022 яке аз солҳои бобарор барои ман буд, зеро ман дар чандин мусобиқаҳои бонуфуз иштирок кардам ва ба ман муяссар гардид ки якчанд натиҷаҳои хуб ба даст биёрам, зеро ман аввалин варзишгари ҷудокори тоҷик мебошам ки медали тиллои гранд-сламро ба Тоҷикистон овардам, медали таърихӣ ва дар байни ситораҳои ҷудои ҷаҳон, яъне мастерс, ки топ 36 беҳтарин ҷудокорон иштирок мекунанд. Ман дар он ҷо медали нуқра ба даст гирифтам. Дар 4 мусобиқаи гранд-слам 1 тилло, 3 биринҷӣ, дар қаҳрамонии Осиё медали нуқра, дар қаҳрамонии ҷаҳон ҷои панҷум ва дар мусобиқаҳои Лига чемпионов Европа аз байни клубҳо иштирок кардам, ки дастаи мо дар он ҷо медали нуқра ба даст нуқра гирифт ва дар ҷанбасти сол аз рӯи рейтинги ҷаҳонӣ, ки ман дар зинаи аввал дар вазни ҷамъи 100 килограмм гирифтам ва дар як соли 2022 се натиҷае ки таърихи ҷудои кишвар ёд надошт ва ба ман муяссар гардид ки ин натиҷаҳои назаррасро ба даст биёрам. Тимур, еще раз поздравляем вас. Надеемся, что в следующем году мы также вас увидим в этой же номинации. Поздравляем. Дорогие наши подписчики, как видите, у нас здесь я стою с очень острым человеком, с очень острым именем Занджабиль, острый перчик. Занджабиль, или как все его знают, Матеуш, здравствуйте. Да. Мы вас приветствуем на церемонии «Лучший спортсмен года». Как вам церемония? Спасибо, кстати, за приглашение. Очень яркая церемония. Я каждый год у вас прихожу, в прошлом году тоже был. Сегодня, кстати, хочу поздравить Тимура Раимова, который занял первое место. Если честно, я думал, первое место дадут мне, но
Все равно рад за Тимура. Мы вот так шли прям, но он сегодня победил. Надеюсь, в 2023 победу дадут мне, как лучшему спортсмену. А можно узнать, в каком виде спорта? Да, в любом там бокс, борьба, баскетбол, футбол. А вы просто такой, ну хорошо, допустим, бокс, борьба, вы такой худенький. Джей Джей, о, вот у нас здесь тоже друг. Джей Джей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вам, да, вот подстава Джесси, как вам церемония? Отличная церемония, очень было красиво, аккуратно все. Рад за спортсменов, которые выиграли, и другим тоже успехов. И в будущем году, может, еще больше их будет спортсменов, которые возьмут не только первые места, но и вторые и третьи. Вы знаете, будет очень классно, если мы действительно увидим вас. Кто знает, может быть, мы сейчас так шутим, а вдруг вы на самом деле какой-то вид спорта, и наши ребята по футболу. Кстати, помните, если вы помните, дорогие наши подписчики, у нас был благотворительный футбол, где, кстати, наши блогеры принимали участие. Может быть, даже и почему бы нет, может быть, будет такая номинация. Первое место занимали на этом благотворительном. Так что, да, первые шаги сделаны. И, ну, ждем от вас новых таких же мероприятий в 2023. А мы от вас ждем крутых новых рилсов, видосиков смешных, потому что народ вас очень любит. Народ не зря на вас подписывается. Подписывайтесь, на нас тоже подписывайтесь. Вот, и такой вопрос там. Круто плюш? Круто. Перчик или лимон? Перчик, конечно. Лимон или апельсин? Апельсин. Бокс или дзюдо? Дзюдо. Занджабиль бро или формула? Занджабиль бро с формулой. Даже так, круто, отлично. Ребята, у нас были в гостях наши супер классные блогеры. Спасибо большое, ребят, добро пожаловать еще раз. Спасибо, что вы пришли, и мы надеемся, что мы снова с вами обязательно еще раз увидимся. Спасибо. Это был видеожурнал, провела его вам я, Мавзуна Рамазанова. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и будьте в курсе самых интересных событий вместе с Формулой 55. До встречи!